Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 18 по 23 марта Арктический государственный институт культуры и искусства при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации проводит первый международный и четвертый всероссийский фестиваль-конкурс «Созвездие Арктики-2023». Фестиваль посвящен 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова. О значимости проведения фестиваля такого масштаба, ну и в целом о проектах Арктического института расскажет гость студии Станислав Иванов, первый проректор Арктического государственного института культуры и искусства. Станислав Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году конкурс впервые выходит на международный уровень и впервые проходит под эгидой академической программы «Приоритет-2030». Вот насколько это значимо для организаторов фестиваля и вообще о чем это говорит? Действительно, наш фестиваль уже проводится 4-й год подряд. В этом году он уже определен со статусом международный, но предыдущий год у нас был тоже фестиваль с международным участием. У нас были участники из-за границы, а в нынешнем конкурсе у нас уже имеются члены жюри и участники, которые конкретно представляют зарубежные страны. Поэтому он уже определен как международный конкурс. Вот. Ну и кроме того, как вы сказали, нынешний конкурс посвящен 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова. Мы получили благословление, скажем так, и поддержку музеев Сергея Рахманинова в селе Ивановка Тамбовской области и дома-квартиры Сергея Рахманинова в городе Москве. Они тоже будут участвовать так или иначе в режиме онлайн в нашем конкурсе и смогут донести информацию о своем музее, о том, что имеется, какое наследие осталось о Сергее Рахманинове участникам нашего конкурса. Ну, а наш конкурс действительно в этом году проходит под эгидой академического лидерства, приоритет 2030 Дальний Восток, поэтому он уже собрал и собирает под своим крылом большое количество больших именитых артистов. Я думаю, что уже, в принципе, пошла, наверное, реклама, нет необходимости останавливаться сейчас на больших именах, но могу только сказать, что это и заслуженные артисты Российской Федерации, и музыканты, и балалайшники, и баянисты, то есть те люди, которыми по праву гордится наша Родина. Вот. И возможность нашим ребятам, студентам, школьникам, тем, кто увлекается музыкой, кому интересно и не безразлично искусство, те смогут прийти, поучаствовать, посмотреть и послушать, конечно же, исполнение и участников, и наших гостей, которые дадут отдельные сольные концерты здесь, в городе Якутске. Вот расскажите о значении вот такой площадки уже теперь международного уровня для юных талантов. Как я сказал, данный конкурс он проводится не только для студентов, но и, конечно же, одна из главных целей – это выявление одаренных, ярких детей, которые очень любят музыку, которые обладают определенными музыкальными талантами, которых необходимо поддержать, чтобы из них можно было взрастить ту смену музыкантов, которая придет уже будут в завтрашнем дне делать музыкальное будущее нашей республики. Поэтому с этой целью проводится этот фестиваль, с этой целью мы приглашаем больших именитых звезд для того, чтобы они могли показать, передать свое мастерство, поскольку эти артисты, эти участники, члены жюри, которые приезжают к нам, они будут не только слушать, не только будут оценивать мастерство наших ребят, но они сами смогут провести мастер-классы, и у наших ребят, участников очной формы, будет такая возможность поприсутствовать на их мастер-классах, посмотреть, послушать и научиться выбрать для себя что-то очень важное. Поэтому участниками данного конкурса у нас являются, как я сказал, и студенты, и школьники детских музыкальных школ. Ну и кроме того, вот мы в этом году впервые попробовали организовать, будет у нас разряд эстрадного пения, и в частности
если вы обладаете какими-то определенными способностями, не являясь профессиональным, не музыкантом, но если хотите попробовать свои способности и в эстрадном пении, вы можете тоже поучаствовать в этом конкурсе. То есть, в принципе, принять участие в конкурсе может любой желающий? Любой желающий, в принципе, может поучаствовать. Надо подать заявку, ну и посмотреть. Для этого нужно просто-напросто зайти на сайт института. В шапке института есть как раз ссылка на участие в этом конкурсе, положение, посмотреть, изучить и, если есть возможность, принять участие. Вот расскажите о проектах АГИКИ, направленных на развитие творческой и креативной среды в Арктике. В прошлом году мы стали победителями программы академического лидерства «Приоритет 2030», Дальний Восток, как вы сказали, как я сказал. И смогли уже, начиная с ноября-декабря месяца, начать реализовывать те планы, которые мы хотели бы, вот обладая финансовую поддержку, сделать, привнести на просторах нашей и всей республики, и Арктики, поскольку мы с вами знаем, что территория наша настолько велика, что, чтобы долететь, предположим, до Черского, надо преодолеть 3 часовых пояса. Вот. Ну и стоимость билета вы тоже знаете, какая примерно, да? Более 70 тысяч рублей туда-обратно билет. Просто своими возможностями, при всем желании, мы не могли бы воспользоваться, но, став участниками этой программы, мы имеем возможность уже взять своих студентов, своих преподавателей и выехать в арктические улусы для того, чтобы научить школьников, передать им какие-то знания, научить их каким-то новым новостям, как сейчас модно говорить, новеллам творчества в очень отдаленных уголках нашей республики. В прошлом году у нас была возможность съездить и в Верхнеколымский район, затем в Оленёкский район наши команды выезжали. О том, какие планы будут, я чуть немножко в конце скажу, да? Вот. Но, кроме того, за это время у нас, вот с ноября месяца у нас приняло участие, мы, конечно же, настроены на то, чтобы наших студентов, которые сейчас обучаются, сделать так, чтобы ребята могли впитать в себя последние все новости, достижения. Ну и вот мы с вами знаем слово креативные технологии, креативная экономика. Все новое, что есть, нужное, хорошее, современное, все это, чтобы можно было нашим ребятам передать. С этой целью очень большое количество, фактически порядка 200 человек из 600 обучающихся студентов очной формы, 200 человек мы смогли в ноябре-декабре, ребят охватив, отправить их для участия в тех или иных проектах. Это и мастер-классы, это и были курсы повышения квалификации, это были научно-познавательные экспедиции, в которых они приняли участие. Все это направлено на то, чтобы расширить сознание студентов, чтобы они совершенно по-другому, может быть, с несколько другого ракурса увидели обычные вещи, которые происходят. Ну и вот говоря опять же о программе «Приоритет», несколько политик, несколько направлений, по которым проходит обучение и подготовка наших студентов. Вот по образовательной, то, что я сказал, более 200 человек у нас приняло участие по образовательным трекам. Они проучились у нас и в Москве, и во Владивостоке, и в Санкт-Петербурге. Посмотрели большие университеты, сходили на мастер-классы ведущих педагогов, смогли заняться проектированием, проектной деятельностью, узнать, как это, что это такое, как выстроить весь проект, чтобы от начала и до конца можно было его реализовать, чтобы получить конечный какой-то продукт. Вот самая главная, наверное, задача, которая перед нами стояла. Ну и кроме того, это по образовательной части. Наши актеры, студенты, они смогли поучаствовать тоже, проехав по Москва,
Уфа для участия в Москве на мероприятиях в Поклонной горе. Посмотрели, встретились, прошли мастер-классы в театральных вузах Москвы. Приняли участие на Поклонной горе в мероприятиях, читали стихи. Затем выехали в Уфу на международный театральный фестиваль. И затем, так как у нас учатся студенты из Тувы и Алтая, смогли проехать вот в эти две республики, чтобы показать, какие кадры готовит республика для театров этих республик. То есть, ну, мы постарались показать, что вот на этом переходном периоде мы уже смогли подготовить. Ну и кроме того, прошли еще ряд мероприятий, Агикифест, ребят учили, пришли спикеры, ну, те учителя, те преподаватели, которые являются сейчас уже людьми, достигшими определенных положительных результатов в своей деятельности, это многие из них выпускники нашего института, и они пока рассказали на своих примерах, как нужно и как можно работать для того, чтобы быть успешным. Как выстраивать работу для того, чтобы можно было быть необходимым, нужным и известным. Вот в интервью в конце ноября прошлого года ваш ректор Сарглана Игнатьева сказала, что ГИКИ станет предпринимательским вузом. Вот, можете разъяснить суть вопроса? Хорошо. Вот креативная экономика, о которой сейчас очень много говорится, мы с вами знаем, что это один из приоритетов развития всего Дальнего Востока, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы не было оттока жителей с Дальнего Востока, чтобы Россия прирастала Дальним Востоком, и чтобы Дальний Восток сейчас стал одним из центров. Ну, хотя у нас, может быть, несколько сложные климатические условия, но тем не менее, у нас очень много, достаточно много действительно креативных, творческих ребят, которые у нас в регионе, у нас в республике, в частности, да, вот, которые могли бы двигать вот это направление экономики, потому что это конкретное направление экономики. Ну и политика вуза сейчас строится в области инноваций и коммерциализации разработок на то, чтобы создать условия для развития приносящей доход деятельности. Мы заинтересованы в том, чтобы научить наших ребят делать, скажем так, делать деньги. И как это делать? Какие-то коммерческие проекты. Конечно же, да? коммерческие проекты, социальные проекты, которые в конечном итоге должны будут научить их зарабатывать деньги. Потому что, идя на производство, студенту, как говорили, забудьте, чему вас учили, да? И, ну, это было в наше советское время, когда я учился. Забудьте то, чему вас учили, здесь будет по-другому. Так вот, мы сейчас ставим задачу такую, чтобы мы здесь, сейчас, в институте научили ребят таким образом, непосредственно практикоориентированными, чтобы они, выходя, были готовыми. Для этого вот мы сейчас со вторым курсом запустили программу, называется «В практику». Ребята со второго курса вот сейчас, в этом семестре уже, начали заниматься, делать проекты вместе с работодателями. То есть работодатель приходит и говорит: у меня есть проблема, мне необходимо ее как-то разрешить, вы можете мне помочь. Мы собираем студентов разных направлений. Библиотекари, информатики, национальная художественная культура, живопись, графика. Ребят разных направлений, которые все вместе решают одну какую-то глобальную проблему. А не так, что я вот информатик, значит, я только должен думать, как мне на клавиши компьютера нажимать. То есть мы хотим, чтобы они были разносторонними и могли как бы полностью вбирать в себя всю информацию, которая есть. Ну что ж, действительно, это настоящая находка, такие новые, можно сказать, возможности вы даете своим студентам, да, новые площадки для них даете. Станислав Семенович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успеха в реализации всех ваших планов, ну, и успешного развития вашему вузу и достижения новых высот. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.